Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Мужчина на пороге. Давайте посмотрим, кто у вас на пороге, что это за мужчина и для чего он оказался на вашем пороге. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе! Девочки, что происходит? Откуда столько мужчин? Мои хорошие, ну, кроме шуток, мужчин действительно много вышло. Это не один, и даже не два, и даже не три. Сейчас я все по порядку буду рассказывать. Смотрите, это отсыпочка общая, да? У кого-то отыграется один мужчина из списка, у кого-то два, у кого-то все, которые здесь пришли. Ну, просто принимайте на себя, да, исходите из своей ситуации. Первый мужчина на пороге, он просто весь в цветах, от него приятно пахнет, он красиво одет, и он прям, знаете, глаз с вас не сводит. Этому мужчине есть что вам сказать, и судя по цветам, ему есть что вам предложить. А еще мне идет, что этот мужчина вам тоже нравится, что вы к этому мужчине тоже неравнодушны. Я так понимаю, что тот, кто похитил ваше сердечко, кто поселился в вашей голове, вот именно он на пороге. Девчонки, как будто бы он что-то решил, либо как будто бы он что-то понял, как будто бы он готов действовать, да, наконец-таки он готов действовать. И я так понимаю, что он идет вам что-то предлагать, да, потому что цветочек прям огромный, и он такой странный, знаете, как будто бы один стебель, а на нем как целый букетик, да, много разных цветов. Если у вас что-то не ладилось в отношениях с этим мужчиной, как будто бы все переосмыслил, как будто бы идет все исправить, как будто бы идет давать вам выбор, да, вот хочешь так, а хочешь вот так, а я для тебя это сделаю, я на это пойду, на это готов. Вот все, что хочешь для тебя, весь мир для тебя. Если с мужчиной еще не было контакта, ну просто симпатия, да, вот он вам нравится, и вы такая думаете, о, симпатичный мужчина, вот, он, ну, 100% вам отвечает взаимностью. И, скорее всего, мужчина будет вас приглашать не только к общению на свидание, но и прям будет рассказывать, что ты понимаешь, тут такое дело, я давно к тебе неровно дышу, да, и я там боялся к тебе подойти, потому что ты такая вот недоступная, неприступная, ну, либо про вас кто-то сплетни мог распускать, что вы там мужчин не признаете, допустим, да, либо у вас кто-то есть. И вот он, ну, буквально там бедненький страдал и мучился, а вы не знали, да. И тут он все понял, и тут он правду узнал, и к вам вот прям бежит, готов вам всю свою жизнь отдать без остатка, там, сердце, душу. Вот все, что хочешь, бери, все, что у меня есть, я тебе отдам, да, потому что вот такой странный букетик он вам несет. Сказать, что вы будете рады, да, вы тут счастье поймаете, вам будет казаться, что и там солнце ярче светит, и небо гораздо там голубее, и там птички громче поют, и вообще будете ходить, пританцовывать. Девчонки, тот, кто нравится, либо тот, в кого влюблены, он у вас на пороге. И он не просто у вас на пороге, он вам будет предлагать тут огромное количество разных цветов. И вот он очень красиво одет, вот знаете, торжественно, красиво. Он хочет вам нравиться, он хочет, чтобы вы в него влюбились, чтобы вы ему не отказали, чтобы вы сказали, какое золотко, да? Симпатичный мужчина, почему бы и нет? Ну, либо еще раз на него посмотрели и не бросали его, оценили его, переоценили еще раз. Да, тот, о ком думаете, тот, кто в сердечке у вас находится, именно он на пороге. Если у вас была ссора, то мужчина просто уже он не выдерживает, у него, знаете, как кровь из носа, жизни не рад, сам себе не рад, все обиды уже ушли, и он бежит, чтобы мириться, и ну, вину будет брать на себя. Вот такой момент показан.
Ну и вы тоже по нему соскучились. Если поссорились, даже если он там вас обидел, вы тоже по нему очень сильно соскучились. Вы его точно не прогоните, вы его примете. Ну, видите, какой он классный. Действительно, вот прям и пахучка, и красивенький такой весь. Там набреется, подстрижется обязательно. Самую красивую одежонку оденет. А может быть, по случаю даже новую приобретет. Ну, сразу поймете, о чем я говорила. Вы его тоже примете. Так, с первым вроде разобрались. Давайте переходим ко второму. Второй прям такой, знаете, вот мне идет возрастной человек. Может быть, взрослый относительно вас, ну, старше, гораздо старше. Либо человек, который занимает там высокую должность. Должность там по работе, на работе. Может быть, вообще какой-то чиновник, какой-то там управленец, да, управитель. Вот этот взрослый мужчина, он... Ну, давайте буду говорить как есть. Во-первых, у вас встреча с левой стороны, то есть неожиданно, да, вы не ждете, вы там ни сном, ни духом. Это первый. Второй момент. Его реакция на вас даже как-то немножко испугает. Вы скажете, что за дела, там, дедушка, ты что, там, дяденька, вы что, попутали? Он буквально на вас смотрит, как будто бы дырки в вас делает, да? Каким-то таким жадным, немножко маниакальным взглядом. Ну, не спешите расстраиваться, у него, скорее всего, там со зрением проблемы, и он будет на вас так смотреть, потому что ему очень важно будет вас рассмотреть, потому что вы очень красивая, вы кого-то будете ему напоминать, либо вы являетесь таким идеалом его женской красоты. Мужчина вполне себе нормальный, мужчина вполне себе адекватный и мужчина достойный. Достойный вот в плане там, поведения, отношения. Лишнего точно себе не позволит. Мне идет, что этот мужчина ну, просто вот проникнется вами. Проникнется и скажет: боже, какая женщина, какая девушка. Я таких красивых никогда не видел. Я, ну, либо... начнет вас там вспоминать, что вы похожи на кого-то, и скажет: боже, она еще лучше, чем та женщина, которая мне когда-то там нравилась, либо была моей первой любовью. То есть у него там, знаете, вся жизнь перед глазами пронесется, когда он вас увидит. И, скорее всего, из-за проблем со зрением он прям будет вас так рассматривать, а вам будет казаться, что он дырки в вас прожигает, что маньяк, да. Вот, не пугайтесь, все нормально, расслабьтесь. Этот мужчина, он к вам отнесется максимально лояльно, максимально по-доброму. И мне еще идет, что вы как-то будете взаимодействовать. Ну, в плане, допустим, этот мужчина, он там доктор, профессор, да, там самый умный в вашем городе, и вы вот попадете к нему на прием. Девочки, он в лепешку разобьется, лишь бы вот прям все для вас сделать, чтобы и обследовать, и чтобы правильный диагноз, и чтобы никакой ошибки, и чтобы вы здоровенькая были, и чтобы вы счастливенькая были, да, вот все для этого сделает. И если этот мужчина какой-то чиновник, да, и у вас есть какая-то нужда, проблема, допустим, вы к нему обращаетесь и говорите: так и так, дядя, вот тут и тут проблема. Вот, этот мужчина, ну, буквально собственноручно займется вашей проблемой и прям будет давить до последнего, пока все ваши проблемы не решатся наилучшим образом. То есть, понимаете, насколько впечатлится человек. При этом он не будет себе позволять лишнего. Еще раз говорю, никаких приставаний, никаких ухаживаний, никакого навязывания, ничего этого не будет. Мне вообще идет, что он, ну, либо не свободен, либо... Может быть, вы не свободны, да, а может быть, мужчина, ну, опять же, вот эта разница в возрасте, он просто, ну, посчитает, что это неприемлемо, да, такую прекрасную молодую цветущую девушку обременять своими старческими ухаживаниями. То есть он будет вами, ну, любоваться, да, вы для него красавица, да, вот девушка-мечта. Вот, ему так будет приятно для вас что-то хорошее делать, и он очень сильно будет стараться. Опять же, у кого-то отыграется, что, может быть, этот мужчина, он какой-то мастер, самый главный мастер-ломастер. Вот, он вам там все отремонтирует, все поделает, там, лучшего качества, а там еще сам, ну, подсуетится, там, лучшие материалы для вас принесет. Просто вот идеальный человек. И помощи от него прям целый вагон и маленькая тележка в придачу. Так еще вам никто не помогал, так вас еще никто не встречал, не принимал, и так много для вас еще, ну, люди не делали, да, посторонние люди не делали. Может, родные делали, да, но посторонние никогда столько для вас не делали. Вот. Ну, очень быстро у вас этот конфуз пройдет по поводу этого мужчины, по поводу того, как он на вас смотрит. Даже будете
как не замечать этого, да, что он так присматривается к вам. Очень обходительный человек, очень приятный в общении, воспитанный. И вот какой-то, знаете, вот джентльмен мне идет, джентльмен. Приличие, какая-то даже лирика, поэзия есть в его словах. То есть красиво говорит человек. Да? Он будет делать вам какие-то невероятные комплименты, на которые, знаете, даже и подумать нельзя, что это комплименты. Да? Вот человек вот настолько он начитанный, может быть, он поэзией увлекается, может быть, он, ну не знаю, там, мастер слова, да, очень вам будет приятно с ним общаться. И я вот вижу, что вы ему будете благодарны как старшему брату, либо как отцу будете благодарны. И вот вы еще кому-то будете про него рассказывать и даже советовать, рекомендовать. Но смотрите, люди, другие женщины, там, другие мужчины от него такого обращения не получат. Это только для вас. Вот мне идет, что с другими людьми он очень сдержан и очень холоден, да, ну, в рамках регламента человек держится. Вот ему положено быть начальником, либо положено быть главным доктором, либо главным мастером. Так он себя и ведет, да. Он не фамильярничает, он, ну, не подпускает близко, да, не сокращает эту дистанцию. Только с вами он будет каким-то особенным, особенно мягким он будет с вами. Я бы даже сказала, немножко приторно мягким, но, опять же, это нисколечки не испортит ваше общение, ваше взаимодействие. И этот человек вам прям запомнится. Запомнится, как добрый волшебник, даже так запомнится. Так что, девочки, как говорится, не боимся, вас никто не обидит. И никто приставать к вам точно не будет. Наоборот, человек сделает для вас по максимуму все, что вот возможно. Вот все, что он будет делать, это вами любоваться, девочки. Вами просто будет любоваться. Дальше еще одного мужчину показывают. Но этот мужчина мне не очень нравится, если честно. Он с правой стороны, и у него какие-то, ну, прям очень сильно неправильно длинные руки. Какая-то симметрия тела, да, руки очень длинные, и вот как будто бы, вот как, знаете, руки вокруг вас держит, да, вот вы стоите, а он вот так руки держит. Как только вы пытаетесь уйти, он раз и за вас цепляется, да. Как только он вас остановил, раз опять руки отпустил и рядышком держит. То есть он может находиться даже где-то на расстоянии, даже он может быть в других отношениях, но он вас от себя далеко не отпускает. То есть как зубами впился, да, и ему почему-то важно, чтобы вы о нем не забывали, чтобы вы, допустим, не устроили свою жизнь с другим мужчиной. То есть, скорее всего, это какой-то бывший. И еще мне идет, что он как будто бы вот чувствует, да, чувствует эмпатически, хотя, я могу так сказать, возможно, кто-то сливает информацию о вас. Как только у вас кто-то появляется, какой-то интерес, он сразу начинает вот возвращаться в вашу жизнь, сразу начинает вас будоражить, сразу начинает там бить по воспоминаниям, рассказывать, какая вы там для него единственная неповторимая. Как только он вас добивается, раз опять разлад идет. Кто-то из прошлого, да, как бывший какой-то, бывший, полубывший, да, с которым вот и не ладится, и вы в непонятных таких отношениях, как эта резинка, которая уже растянулась, она уже вроде не функционирует, а все равно она есть. Девочки, ну вот прям, да, скорее всего, пятой точкой почувствовать, что вот здесь мужчинка с букетом к вам идет, и опять он о себе напомнит, и опять он вам будет обещать золотые горы, любовь до гробу, там, не знаю, все, что хочешь, и даже больше, и звездочку, и жемчужинку с океана, и луну, и солнце, и все в придачу. Но я бы на вашем месте этому мужчине не верила. И еще бы я бы на вашем месте сходила бы, сделала диагностику, ну, проверилась бы, да, возможно, у вас привязка к этому мужчине. Может быть, он вас приворожил, а может быть, он заякорил вас, и какая-то вещь осталась ваша, вернее, его в вашем доме, и эта вещь, она поддерживает эту связь и не дает вам, ну, окончательно разойтись. Вот. Так что думайте, решайте. Если есть какие-то вещи, вот сжигайте их, разрывайте эти связи с этим мужчиной. Ну, каши не сваришь. Понимаете, он так дальше будет вас мучить, появляться, пропадать.
и вести вот такой безобразный образ жизни. И вам он не даст построить своего счастья. Вот мне не нравится, я бы его вычеркнула. Вычеркнула бы без сожаления раз и навсегда. Ну, нет, это не ваш человек. Не ваш абсолютно. Это, как, знаете, такая пиявка, которая умеет так вот растягиваться, да, либо, ну, вот, как я сказала, длинные руки, да, все время может вас схватить, дотянуться до вас. Да, прям как пятая точка почувствовать, что у вас другой человек, да, к вам идет, предлагает вам любовь. Так, еще один персонаж тут показан. Нет, девочка, это еще не конец, да, тут еще один мужчина. Смотрите, вот этот человек, он 100% семейный. У него точно есть жена, дети, причем он очень хороший семьянин. Этот мужчина, он классный бизнесмен. У него вот там деньги, он руководитель, либо у него свой бизнес, свое дело. У него очень большая голова, очень умный человек, мозги работают как надо, в правильном направлении. И человек, ну, удачливый, да, удачливый, потому что он и правильно живет, и, скорее всего, еще и верующий человек. Ну, не буду говорить, какая религия, да, вы все разные. Уважаемый, да, вот, уважаемый, респектабельный мужчина. Вот, вы ему приглянулись, либо еще успеете приглянуться именно с профессиональной точки зрения. Опять же, возможно, ваш опыт, возможно, то дело, которым вы занимаетесь, а возможно, это образование, которое вы когда-то получили, например, по образованию не работали. Вот мне идет, что он ищет человека, похожего на вас. То есть для него даже не столько важны знания, наверное, сколько ответственность и порядочность. А это то, чего вам не занимать. Вы очень порядочный и ответственный человек, да? И, скорее всего, кто-то будет вас рекомендовать, кто-то вас очень классно разрекламирует перед этим мужчиной. И этот мужчина, ну, буквально будет искать встречи с вами, да, для того, чтобы предложить вам сотрудничество, работу, какой-то заказ, да, вам дать. Ну, там уже как сложится, да, вы все разные, каждый своим занимается. Если честно, вы будете в шоке, потому что так вам еще работу никто не предлагал, да? Вас еще так никто не рекламировал, как в этот раз. Вот, ну, дядя, он приличный такой, серьезный человек, ну, точно, вот если сговоритесь, не обидит. Но, опять же, тоже не прогадайте, потому что у него-то голова большая, да, он ведь бизнесмен, он может немножечко там, ну, не то чтобы схитрить, но попытаться сэкономить, да. Вот богатые люди, они почему богатые? Потому что они умеют экономить и умеют договариваться. Вот, вы увидите, что у него к вам бешеный интерес. Ну, так, девочки, не стесняйтесь, поднимайте ставочки, набивайте себе цену. Но почему бы и нет? Почему? Пусть это будет взаимовыгодное сотрудничество. Тем более, еще раз говорю, вас кто-то очень сильно ему разрекламировал. И он прям так впечатлился, говорит, да, это именно тот человек, которого я искал. Тот человек, кому я могу довериться. Вот, так что не стесняйтесь. Не стесняйтесь, скажите, моя работа стоит дорого. Потому что вы же знаете, кто я такая, да? Вы же знаете, какое у меня качество, либо насколько я порядочный и ответственный сотрудник. Вот, поднимайте ставочки. Он заплатит, у него денежка есть. И опять же, когда он конкретно увидит, что вы делаете, как вы делаете, он будет готов заплатить еще больше. Вот такой вам еще советик идет, такой мужчинка идет. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.